ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Ухтинский отдел Следственного комитета отчитался за работу в 2017 году. Ведомство отметило снижение преступности на территории муниципалитета. Так, процент убийств упал на треть. Если в 2016 их было 15, то в 2017 всего 10. Причинение тяжкого вреда здоровью осталось на прежнем уровне. Возбудили 4 таких дела. Правда, произошел рост насильственных преступлений. 10 из них в отношении несовершеннолетних. Это изнасилование и иные действия сексуального характера. Так, работник крупного ухтинского предприятия попался за нелицеприятными действиями на детской площадке. Совершено жителям города Ухты, который несовершеннолетним, малолетним детям на улице Тиманской показывал видео, где было содержание сексуального характера, такие материалы. Соответственно, в настоящее время уголовное дело направлено в суд. Всего за 2017 год в отношении детей совершено 34 преступления. В 2016 их было 32. Но и сами несовершеннолетние становятся обвиняемыми. 37 преступлений за год. Чаще всего это кража, а также хранение и распространение наркотиков. По словам следователей, подростки думают, что за эти действия им ничего не будет. Но практика доказывает обратное. 4 подростков получили реальный срок за желание легких денег, заработанных при помощи наркотиков. 3 из них, 2 юноши-отличника и девушка из хорошей семьи, работали в связке. По приговору Ухтинского городского суда в отношении лица, который хранил у себя, эта девочка, получается, ей приговорена к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Кто перевозил сюда данные наркотические средства, он получил, получается, 2 года и 6 месяцев лишения свободы. И, соответственно, кто непосредственно сбывал на территории, то есть 3 года и 6 месяцев лишения свободы. 4-й организатор поставок в Ухту из Питера получил 5,5 лет. Правда, отбывать срок он будет уже во взрослой колонии. Пока шло расследование, парень стал совершеннолетним. Реальные сроки грозят и коррупционерам. В прошедшем году следователи возбудили и завершили 10 таких дел. Среди них незаконная деятельность начальника 19-й колонии, руководителя Ухтинского Ростехнадзора и нескольких медиков. Следователями следственного отдела пресечена, получается, коррупционная деятельность заместителя главного врача Ухтинской городской больницы. В отношении нее было возбуждено уголовное дело и направлено прокурору. По составам, получается, по факту получения взяток от поставщиков медикаментов. С 13 по 17 год они перевели должностному лицу 640 тысяч. Следователями доказано, заместитель руководителя больницы действовала по той же схеме, что и главврач роддома. Получала откаты от поставщиков, которым отдавала предпочтение в заключении договоров. Всего же в 2017 году Ухтинский отдел Следственного комитета расследовал 219 дел. Несмотря на понижение уровня преступности, это на 13 дел больше, чем в 2016 году.